Друзья, ну что, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. У меня сегодня на мукбанг домашние хот-доги, приготовил собственными ручками, и картошка по-деревенски. Вы просто посмотрите на эту красоту. Знаете, я просто в восторге, как она получилась, но у меня немножечко я расстроился, так сказать, потому что у меня сломалась лампа. Сломалась лампа, пью я тархун. Сломалась лампа, вот сижу немножечко расстроенный, думал вообще не снимать, потом думаю, а что? Ай, вкусно. В общем, давайте начнем. Картошку по-деревенски. Сейчас расскажу. Так, у меня хот-доги. Немножко хот-доги курильщика получились такие, знаете, на вид не очень, думаю, вкусные. Объедение, ребят. Так, все, приготовил нормально. Лампу врубаю, она у меня выключается и выключается. И если даже включается, начинает моргать. Бесит. Картошка, смотрите, получилась бомбезная, реально. Значит, ну уж совсем я врать не буду, что даже булочки сам приготовил. Нет, конечно. Я их купил в супермаркете. Здесь у меня снизу я смазал сливочно-чесночный соус, горчица, морковка по-корейски, мелко нарезал огурцы соленые, сосиска, немножечко буквально майонеза, чуть-чуть сверху сосисок и жареный лук в сковородке пожарил, и все. И все это дело отправил в микроволновку на минуту, наверное, 5. И сосиску, кстати, тоже в сковородке пожарил. Не знаю, вы меня обосрете, нет? Простите. Но я так сделал. Горчицу не пожалел. И начал у меня эта лампа гнать, что-то выключаться, включаться. Чё к чему собачка сдохла. Когда в духовку вот кладешь вот эти вот, отправляешь, вернее, булочки, хот-доги, да, они получаются такие хрустят, классно вообще получается. Картошку я нашел, рецепт картошки я нашел в Ютубе. 2,7 миллионов просмотров, там можете это найти. Надо ее немножко отварить на воде. Потом духовку, давайте я вам рецепт оставлю в этом прикрепленном комментарии. Вот я сейчас пока объясню, нифига не поймете. В общем, всем спасибо за комментарий под прошлым мукбангом. Бахжан теперь должна приготовить нам. Ну как нам? Мне.
вкусное блюдо. И я буду вместе с Бахжаном его есть. Так что всем спасибо за комментарии. А вы мне теперь скажите, где у нас в Астане продаются лампы световые, как они называются? Кто-то, возможно, из подписчиков хочет мне его подарить. Шучу. Или нет, не шучу. Вот. Но хот-доги получается вообще огонь, ребята. Недалеко от дома у нас есть супермаркет. Там есть все. И смотрю, там, оказывается, дофига видов булочки для хот-догов. Я думаю, о! Я хот-доги давно хотел. Потом думаю, а что интересно, выгодно купить хот-дог или самому сделать? Думаю, самому. Вкуснее. Тем более там только собрать же надо все это получается. В картошку добавил соль, разные специи, что у меня какие-то травы были в этом в шкафу. Все добавил. Меня так бесит, что у меня лампа сломалась. Я прям, знаете, она нам действительно дышала. Последние вздохи у нее были. Когда вот мы с Айгирем снимали. Я-то когда ее использую, я, получается, использую без света. Когда рилсы снимаю в свой инстаграм, то снимаю, получается, как бы на это штатив, да? А тут мне именно свет нужен. Слушайте, а что 2 хот-дога как в сухую землю все впиталось? Надо третий съедать, я думаю, третий-то думал не буду есть. Ладно, съем, и так жирный. Нечего терять, как говорится. Что у меня нового? Нет, ничего особенного. Живу обычной серой жизнью. Снимаю рилсы в Инстаграм. YouTube решил не забрасывать тоже. Сегодня напишу Бахжан. Когда теперь мы снимем с ней видео, чтобы, значит, она приготовила вам что-нибудь вкусненькое. Значит, что я вам хотел порекомендовать. Посмотрел на днях такой фильм, невероятно тяжелый, невероятно такой, знаете, жизненный. Но его нужно посмотреть, особенно тем людям, у которых есть дети, потому что, я не знаю, можно такое в Ютубе говорить или нет. В общем, это фильм про похищение, вот про кого я говорил, и продажи их в дальнейшее рабство, да. В общем, фильм называется «Звук свободы». Офигенский фильм, я вам рекомендую посмотреть. Очень тяжелый для просмотра.
эмоционально, психологически, да, даже. Но надо посмотреть. Фильм основан на реальных событиях про агента, который занимается именно такими делами, который на протяжении нескольких лет освобождал детей из этих рабства, да. Я не знаю, удалит мое это видео, не удалит YouTube, потому что такие слова вообще нельзя, по-моему, говорить, если я не ошибаюсь. Ну вот. В общем, обязательно посмотрите. Потом я в Ютубе наткнулся на такой канал, называется Five. Обалденный канал. Ведет такой грамотный парень, который все конкретно рассказывает. Мне понравилось видео у него по Пабло Эскобара и про Юнусовых, которые были во время императора в России. Вот эти все, много кто правил из государственных вот этих вот руководителей, да? Эти Юнусовы были, получается, при дворе, при Екатерине еще, вот, в общем, все это интересно, в общем, про них, как они стали одной из самых богатых семей вот Российской империи. В общем, посмотрите. Ой, наемся от души сейчас, я уже наелся, по-моему. Ну, конечно, три хот-дога. Спасибо всем за добрые ваши комментарии. Очень вам благодарен. Ну как тут вес будешь снижать? Как тут постройнее, если я вкусно готовлю, а, ребят? Даже хот-доги. Никак. Напишите в комментариях, какие вы цели поставили перед собой в новом году. У меня вот лично сейчас какая-то не то, что да, можно так сказать, какая-то апатия временно наступила. Ну, такое редко бывает, но бывает. В общем, ребят, колу допил, ну не 2-литровую, конечно, а там чуть-чуть на серединка, получается, была. 3 хот-дога съел, и я ни о чем не жалею. Вот, чего аж говорить. Картошка получилась бомбезная. В общем, видео снимаю я примерно 7 часов вечера уже, пока днем дела делал. Потом я пришел, соседи сверху или сбоку, непонятно уже, делали ремонт, ну там дрелью. И я думаю, как я буду сейчас снимать, давай-ка попозже. И пока все разложил, пока все приготовил, пока там то все, но они вроде и успокоились. В общем, такие дела. В общем, ребят, спасибо всем за поддержку. Простите, что нету света, что немножко бледновато у меня, даже не немножко, множко бледновато. Буду исправляться. Напишите в комментариях, возможно, где-то у вас есть знакомые, которые продают световые лампы. Как они, световые называются, не световые, ну вы поняли меня, да? Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, потому что это для меня очень важно. И я очень буду вам рад за вашу поддержку, короче говоря. В общем, всем пока, будьте здоровы, будьте богаты, будьте благополучны. Увидимся на следующих мукбангах. Пока-пока. Пока!